Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 27 июля следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 2. Обследование всех контактных лиц продолжается. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57 человек. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 7 человек находятся дома на самоизоляции. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Тот факт, что в Абхазии зафиксировано сразу несколько случаев COVID-19, в особенности информация о гибели пациента Гудаутской больницы, встревожил жителей республики. В больницах ужесточен карантин. Многие изъявили желание пройти тестирование самостоятельно. Эсма Голанзе продолжит тему. Ситуация с коронавирусом в нашей республике снова обострилась. За последние дни количество заболевших COVID-19 увеличилось. Больницы вновь ужесточили карантинные меры. Здесь, в республиканской больнице, также был выявлен случай коронавирусной инфекции. После лабораторно подтвержденных результатов пациент, получавший лечение в хирургическом отделении, был переведен в Гудаутскую ЦРБ. В данное время прием пациентов хирургического отделения закрыт. На случай экстренных больных оборудовано новое помещение. Кроме того, строго запрещено посещение родственников. Дальше холла больницы никого, кроме медперсонала, не пропускают. Больных долечиваем до выписки. И этих же больных, и обслуживающий персонал, врачи, медсестры, санитарки, они тоже проходят обследование, тестирование по поводу заболевания. После того, как полностью освобождается это отделение, будем проводить генеральную уборку, дезинфекцию, как положено. Персонал хирургов, мы дублирующий, уже сформировали силами Агудзерского военного госпиталя. Похожую картину можно наблюдать и в Сухумской городской клинической больнице. На всех дверях надпись «Карантин». Люди, пришедшие проведать родных, сидят во дворе. У меня мама лежит. Сегодня выписывают. Жду врача. А туда вас не запускают? Нет, туда не запускают. И самой не хочется туда заходить, если честно. Как известно, здесь в отделе кардиологии получал лечение впоследствии скончавшийся пациент с коронавирусной инфекцией. После установленного диагноза COVID-19 он был переведен из Сухумской клинической больницы в Гудаутскую ЦРБ, где скончался от обширного инфаркта миокарда. Он уже не нуждался в экстренной кардиологической помощи. Как бы эта сторона на второй план отошла, на первый план вышла вирусная инфекция, и он лечился там с вирусной инфекцией. Вирусная инфекция в основном выбирает ослабленных больных. Это не новость, правильно? В основном это больные сердечно-сосудистого профиля. Естественно, среди наших пациентов сердечно-сосудистого попадают и вирусные инфекции. Этот больной, который скончался, да, он был с инфарктом, с повторным инфарктом. Да. Сочетание инфаркта и вирусной инфекции. По словам главврача больницы, все сотрудники, контактировавшие с пациентом, отправлены на изоляцию. Все они в данный момент чувствуют себя хорошо. Медучреждение работает в штатном режиме и принимает больных на стационарное лечение. Но карантин все же ужесточили. С самого начала все ограничительные меры в больнице соблюдались и продолжают соблюдаться. Сейчас после этих случаев, конечно, с удвоенной, так сказать, внимательностью мы мониторим все это. После обнаружения новых случаев заболевания количество граждан, сдающих тест на коронавирусную инфекцию, в разы увеличилось. В период с 24 по 27 июля биоматериал для тестирования был взят у 202 человек. Жители Абхазии по-разному реагируют на происходящее в республике. Некоторые считают оправданным закрытие границ и продление ограничений. Другие считают принятые меры слишком жесткими, а кто-то и вовсе не верит в существование вируса. Конечно, это плохо. В первую очередь своих надо хранить. Вот с Южной Осетии тоже такая же, вот как не можем въехать. Но главное здоровье детям. По поводу коронавируса, что могу сказать? Думаю, что все значительно раздуто и по какой-то причине нам неведомой. Вот это мое мнение. Вы не верите, да?
То, что факт есть, это факт, но то, что раздуто, это тоже факт. Даже самый мощный, сильный человек тоже может заболеть. Этот вирус никого не считает. Все одинаковые для него. Последние несколько дней в Абхазии находились делегации Минздрава России и Роспотребнадзора. Представители Роспотребнадзора проинспектировали объекты курортного размещения, экскурсионные площадки и пляжи республики. А делегация Минздрава России посетила медицинские учреждения, Гудаутскую ЦРБ и инфекционную больницу города Сухум. По сообщению Минздрава Абхазии, российские эксперты признали эпидемиологическую обстановку в нашей стране стабильной, а работу республиканской лаборатории соответствующей мировым стандартам. Эсма Голанзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Между тем, эксперты Роспотребнадзора завершили трехдневную мониторинговую миссию в Абхазии. Об итогах осуществления мониторинга состояния условия в объектах туристического назначения члены делегации рассказали премьер-министру Республики Абхазия Александру Ангваб. Члены делегации отметили, что остались довольны качеством обустройства и возможностями большинства объектов. Что касается оценки эпидемиологической обстановки в стране, эксперты отметили, что сейчас обстановка благоприятная. Однако ситуация может кардинально меняться за короткий отрезок времени. Завершая встречу, Александр Ангваб поблагодарил команду Роспотребнадзора за оказанное содействие в работе абхазских эпидемиологов. Он подчеркнул, что изложенные рабочей группой рекомендации будут выполнены. Рабочее совещание с делегацией представителей Роспотребнадзора провел и министр здравоохранения Абхазии Тамас Цахнаки. Министр поблагодарил специалистов за работу. Со своей стороны начальник Сочинского противочумного отделения Причерноморская противочумная станция Роспотребнадзора Евгений Манин отметил, что эпидемиологическая обстановка в Абхазии благополучная. И это во многом благодаря своевременно принятым мерам. По итогам рабочего совещания министр здравоохранения Тамас Цахнаки дал соответствующие комментарии пресс-службе Минздрава. Цель визита сотрудников Роспотребнадзора в Республику Абхазия заключалась, первое, в оценке эпидобстановки по части коронавирусной инфекции и по другим инфекционным заболеваниям, конечно же, и о состоянии объектов размещения туристов в случае, проведения туристического сезона. Ну, как нам сказали коллеги, по части эпидобстановки на сегодняшний день с точки зрения всех существующих критериев, она у нас стабильная. И никакой эпидемической вспышки, безусловно, у нас нет. Ну, единичные случаи инфицирования, конечно же, они присутствуют. Но в соответствии с международной статистикой, международными критериями оценки развития эпидемического процесса, конечно, здесь речи об эпидемии или о какой-то значительной эпидемической вспышке не идет, безусловно. И это было отмечено специалистом из Ставропольского противочумного института, который также посетил республиканскую бактериологическую лабораторию, где провел оценку работы этой лаборатории, в том числе отдела вирусологии, где на сегодняшний день проводится ПЦР-диагностика той же коронавирусной инфекции. И, как нам было сказано, с их точки зрения, эта работа проводится, и все методы исследования, которые проводятся, они соответствуют международным стандартам, существующим на сегодняшний день, в том числе Всемирной организации здравоохранения, кстати, эксперты, которые приезжали не так давно и подтвердили достоверность всех исследований, которые проводятся именно в этой лаборатории. Были даны определенные рекомендации в части усиления материально-технической базы этой лаборатории. Ну, безусловно, мы это знаем, поскольку и количество исследований, которые проходят ежесуточно, они достаточно значительные для того, чтобы по результатам исследований судить о состоянии эпидобстановки в республике. Возможно, и большее количество исследований придется делать. Для этого нам необходимо будет усилить эту лабораторию, потому что на сегодняшний день там всего лишь 2 лаборанта. У нас есть еще дополнительно специалисты, которых мы можем
привлечь к работе в этой бак-лаборатории, и она, собственно говоря, может работать в круглосуточном режиме. Ну и, соответственно, необходимость приобретения достаточного количества тест-систем и всех расходных материалов для того, чтобы мы могли проводить в достаточном количестве вот эти исследования. Коллеги высоко оценили уровень тех объектов, которые они посетили в части размещения туристов. И там, соответственно, даны рекомендации по части соблюдения санитарных правил и норм. И, кстати говоря, они соответствуют тем инструкциям, которые были изданы Республиканской СС и направлены вот для реализации в эти объекты. Кроме того, мы остановились на том, что сотрудничество в рамках меморандума, который был подписан между Роспотребнадзором и Минздравом Абхазии в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, будет реализовываться. Там четко прописаны, какие направления нашей совместной деятельности должны быть, проводились ранее и могут проводиться и будут проводиться впредь. Мы также обсудили вопросы маршрутизации пациентов через государственную границу, их направления в соответствующем специализированном санитарном транспорте, медицинские организации России и так далее, и так далее. То есть практических вопросов очень много, и их необходимо в кратчайшие сроки реализовать. Ситуации с распространением коронавируса в Абхазии посвященный сегодняшний прямой эфир на абхазском телевидении. Гости студии – министр по туризму Теймураз Хишба, заместитель министра здравоохранения Алхаз Канджария, главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева, главный терапевт Абхазии Анжела Арчеля, депутат парламента Рауль Лолуа и уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл. Прямой эфир начнется после новостей. Ведущая Анна Гуния. Минздрав Абхазии осуществил поставку онкологических препаратов для проведения химиотерапии. О ситуации в обеспечении медицинскими онкологическими препаратами первой и второй линии онкологических пациентов в Абхазии рассказал начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Республики Абхазия Ахра Аджба. В целевых программах Министерства здравоохранения не предусмотрено обеспечение препаратами первой и второй линии, так как этим занимался фонд. Минздрав осуществляет и по своим целевым программам обеспечение граждан препаратами третьей линии. На сегодняшний день Министерством здравоохранения осуществлена поставка онкологических препаратов для проведения химиолечения. Химиолечение по первой и второй линии. Минздрав ранее не занимался данной программой, так как данную программу осуществлял фонд медстрахования. На сегодняшний день фонд медстрахования оплатить лечение по первой и второй линии не смог, так как собираемость фонда очень низкая и определенные есть задолженности у данного фонда перед поставщиком. Ситуация, когда данное сложилось, было экстренно проведено совещание. Было принято решение о том, чтобы Минздрав за счет средств бюджета приобрел и необходимые лекарственные препараты. И в пятницу была осуществлена поставка онкопрепаратов. Данный перечень необходимых онкопрепаратов был составлен Национальным онкологическим центром. Он был совместно отработан Минздравом, онкоцентр и медстрахование. Согласно этому перечню были поставлены препараты. Препараты поставил РУП Абхаз Фармация. Из всего того, что мы согласовали, процентов 80 было завезено в Абхазию. И на сегодняшний день эти 80% готовы уже к выдаче онкопациентам.
Оставшиеся препараты на следующей неделе будут поставлены. И значит, вот вопрос, связанный с химиолечением первой и второй линии для наших граждан, оно будет перекрыт. С 1 августа депутаты парламента уходят в ежегодный отпуск, который составляет 36 календарных дней. На последнем заседании весенней сессии Народного собрания депутаты обсудили внесение изменений в закон о республиканском бюджете на 2020 год. Рассмотрели годовой отчет Национального банка республики и ряд других вопросов. Но при этом они смогли создать рабочую группу для подведения итогов комиссии по изучению вопроса эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории республики. Для этого депутатам не хватило голосов. Все подробности в репортаже Налы Ковы. Депутаты парламента заслушали отчет Национального банка Республики Абхазия за 2019 год. Отчет представил председатель Банка Абхазии Беслан Баратылия. Он озвучил информацию о деятельности кредитных организаций, о налично-денежном обороте в банковской системе, о функционировании национальной платежной системы и о деятельности самого Банка Абхазии в 2019 году. Мы писали рекомендацию, обращались к коммерческим банкам с просьбой реструктуризировать кредиты, пролонгировать и так далее. Вы поймите, что влиять на коммерческие банки, на их политику мы не можем, только в рамках рекомендаций было сделано. Но в сберегательном банке мы сначала в марте приняли решение на 3 месяца, а потом, видя, что ситуация продлевается до 30 сентября, продлили рекомендации. И, видимо, если ситуация будет оставаться сложной, вот мы заседали тоже здесь на комитете, говорили о необходимости проработки мер, связанных с тем, чтобы облегчить кредитное бремя по обслуживанию кредитов. Депутаты утвердили отчет Нацбанка. За проголосовал 31 депутат. Кроме того, парламент внес изменения в закон о республиканском бюджете на 2020 год. При этом депутат Баталайба посчитал внесение изменений преждевременным, потому что бюджет за полугодие выполнен на 37%. Согласно внесенным изменениям, статью 1 закона изложили в следующей редакции. Основные параметры государственного бюджета республики на 2020 год утвердить в общем объеме по доходам в сумме 10 миллионов 86 тысяч 740 рублей и по расходам в сумме 11 миллионов 255 тысяч 518 рублей. Общий объем доходов государственного бюджета уменьшается на 214 миллионов 844 тысячи и достигает суммы 10 миллиардов 086 миллионов рублей. При этом объем собственных доходов остается на прежнем уровне – 3 миллиарда 368 миллионов рублей. В структуре лишь уточняются показатели. Акцизы на ввозимые товары увеличиваются на 111 миллионов и составят 276 миллионов. Таможенные пошлины и сборы уменьшаются на сумму 111 миллионов. И доходы местных бюджетов остаются практически на прежнем уровне. Прежде всего, основным лейтмотивом изменений является реализация межведомственных соглашений по повышению размера оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. Прежде всего, это касается сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, общий объем которых доводится в сумме 453,1 миллиона рублей. Соответственно, изменяются основные характеристики межбюджетных трансфертов, которые доводятся в местные бюджеты. Основная часть повестки дня очередного заседания сессии Народного собрания была посвящена финансовой деятельности внебюджетных фондов. Депутаты парламента утвердили исполнение бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии за 2019 год. За отчетный период доходы фонда инвалидов составили 116 миллионов 908 тысяч рублей. По расходам 116 миллионов 331 тысяча рублей. Остаток средств на 1 января 2020 года 3 миллиона 354 тысячи рублей. Как сообщил председатель пенсионного фонда Денис Гулария, из-за пандемии коронавируса существует дефицит бюджета фонда в размере 200 миллионов рублей, что, по его словам, приведет к серьезной задержке выплаты абхазских пенсий за июль. От индивидуальных предпринимателей плательщиков поступило 18 миллионов 493 тысячи 800 рублей. Запланирован был 16 с лишним миллионов. От бюджетных организаций поступило 321
миллион был запланирован, поступило 341 миллион 887 тысяч 500 рублей или 106,3% исполнения. Фонд обязательного медицинского страхования исполнил бюджет за 2019 год по доходам на сумму 37 миллионов 564 тысячи рублей, а по расходам 38 миллионов 109 тысяч рублей. В процессе обсуждения исполнения бюджетов внебюджетных фондов депутаты подняли вопрос о необходимости реструктуризации долгов фондом с учетом того, что многие предприятия-должники давно не существуют. Также на заседании сессии предполагалось создать парламентскую рабочую группу для подведения итогов работы комиссии по изучению вопроса экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. Работу этой группы предполагалось завершить 30 сентября 2020 года, но при голосовании этот вопрос не набрал нужного количества голосов депутатов. Народные избранники проголосовали в первом чтении за законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Речь идет о внесении изменений в ряд статей Закона Республики об основах налоговой системы в части предоставления налоговых и иных льгот предпринимателям. Нала Ковелексегу, Хава Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Все абитуриенты на основе заявления о поступлении считаются зачисленными в АГУ без сдачи оставшихся экзаменов. Об этом заявил ректор университета Олег Огварами. Прием документов в АГУ начался 27 июня. Таким образом, 665 абитуриентов уже считаются студентами АГУ. Сегодня мы проводим прием в Абхазский государственный университет. Скажу прямо, пандемия, конечно, повлияла на подготовку абитуриентов. Отрицательно повлияла. Мы старались на первых экзаменах по языковой дисциплине сдали все. Старались как-то сохранить контингент. И неудовлетворительные оценки получили единицы. Есть такие группы, где уже сдали и собеседования, и экзамены. И сегодня я хочу объявить не политическое решение приемной комиссии, как делают некоторые страны, а объявить, что мы прекращаем вступительные испытания. Все, кто сдал первые языковые дисциплины, и, может быть, некоторые группы и другие дисциплины, все зачисляются на основании их заявлений. Сообщение ректора абитуриенты восприняли очень позитивно и стали поздравлять друг друга. Понятно, что со своей стороны ректорат АГУ сделал все возможное, учитывая сложившуюся ситуацию. Теперь все зависит от самих студентов, которые без сомнения постараются показать свои способности в учебе. МВД Абхазии проводит проверку по факту изъятия более 2,5 миллионов единиц боеприпасов, хранимых на арендуемой территории одного из сухумских предприятий. В ходе реализации разрабатываемой оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Абхазии при силовой поддержке СОБР МВД обследованные грузовые металлические контейнеры, расположенные на арендуемой территории предприятия «Каскады-М» в городе Сухум по улице Героев-Пограничников. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции была обследована территория в городе Сухум, улица Героев-Пограничников, дом 18. 3 контейнера стояло там. Данные контейнера нас интересовали. В ходе обследования контейнеров, при вскрытии этих контейнеров было обнаружено
ящики с боеприпасами во всех 3 контейнерах разного калибра. 5,45, 7,62 и 5,56. Общее количество ящиков, изъятых из всех 3 контейнеров, было 1391 ящик, то есть 2 637 420 патронов. Обнаружены изъятые боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр Республики Абхазия для исследования. По факту обнаружения изъятых боеприпасов проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к данному факту, и по результатам которой будет приниматься процессуальное решение. Пока дополнительной информации никакой у нас нету, разрешительных документов нам никто на момент проверки не предоставил. Данный груз находился на территории арендуемой ООО «Каскад-М», директором которой является Адзимба Аслан. Никаких разрешительных документов нам предоставлено не было. В данный момент пока мы ничего не знаем. Занимаемся процессуально этим всем. Запросы отправить, установить данный факт, чье было, чьи контейнера, кто за него материально ответственное лицо, есть ли оно или нет, когда попало туда. Это все нам надо узнавать. В обществе бытует мнение, что данные боеприпасы принадлежат стрелковому клубу. Однако на сегодняшний день нам никаких документов разрешительных или подтверждающих данный факт, что они принадлежат стрелковому клубу, предоставлено не было. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении лиц, причастных к данному факту, по результатам которых будет процессуальное решение, и по результатам принятых процессуальных решений общественность будет оповещена о данном факте. 25 июля на территории российской военной базы Южного военного округа прошли торжественные мероприятия, приуроченные празднованию 120-й годовщины со дня образования Краснодарской краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды. По традиции праздник начался с выноса боевого знамени части. Далее были вручены награды, ценные подарки и грамоты отличившимся военнослужащим. Военнослужащие разведывательного подразделения выступили с эпизодом уничтожения диверсионных групп противника. Военный оркестр подготовил шоу барабанщиков и исполнил несколько популярных композиций. Кроме того, гостям были представлены около 50 единиц современного стрелкового вооружения и боевой техники. От имени министра обороны Республики Абхазия, от всего личного состава Министерства обороны хочу поздравить вас с этим праздничком, с днем формирования вашего соединения. Вы прошли славный боевой путь в годы гражданской войны, в годы Великой Отечественной войны. История базы неразрывно связана с историей Абхазии. Воины-миротворцы соединения с 1999 года выполняли служебные боевые задачи в составе миротворческого контингента в нашем регионе, в нашей республике, являясь гарантом невозобновления боевых действий. Выполняя эту ответственную задачу, вы зарекомендовали себя мужественными, храбрыми и надежными воинами. Коллективу Ритинского реликтового национального парка представили нового руководителя Адамура Багателя. Вице-премьер, министр экономики Кристина Узган отметила, что новый руководитель не новичок в этой области. Адамур Багателя долгое время работал в национальном парке. Предельно понятна та роль, которая вам отводится, потому что Ритинский парк – это объект природный, уникальный, это наследство природное, которое досталось республике, и мы, соответственно, должны его с вами сохранить и передать потомкам в том виде, в каком мы его сегодня видим. Наша задача – минимизировать воздействие человека на окружающую среду, только лишь с пользой для этого. Поэтому я вас прошу именно этим задачам уделять наибольшее внимание. Это первое, на что хотелось бы обратить внимание. Второе, это, соответственно, все, что связано с экономической деятельностью. Объект является субъектом экономики, достаточно серьезным по уровню доходности. Этот субъект экономики очень важен для республики и конкретно для Гудаутского района, потому что является источником доходов. Прошу обратить внимание на контроль и учет, который должен осуществляться полноценно данной организацией.
столице республики все больше развивается сфера обслуживания, в частности, пассажирские перевозки. Люди часто заказывают такси, чтобы с комфортом и недорого доехать до пункта назначения. Наша съемочная группа посетила одну из столичных фирм. Такси Сити Экспресс, здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, машину к посольству Российской Федерации? Ожидайте, пожалуйста, сейчас я направлю к вам машину. Всего доброго. Один звонок, и через несколько минут комфортабельная машина такси Сити Экспресс к вашим услугам. Комфорт и безопасность – вот девиз молодой компании. А главная цель – доступность для всех. Именно поэтому в Сити Экспресс так ценят своих клиентов, предоставляя им не только хорошее качество обслуживания, но и демократичные цены. Ведь основной ориентир для многих пассажиров, выбирающих такси – это цена. У каждой компании свои тарифы, поэтому стоимость нужно уточнять заранее, чтобы итоговый счет не стал сюрпризом. Цена у нас исходит от положения населения. Сегодня тут чуть трудновато. И мы, исходя с этого, цены установили и вот так работаем. Мы следим за качеством водителя, обследуются все в наркологии. Пока у нас все чистые, все нормально. И по медицине все каждый месяц проходят, и каждый день проходят медосмотр. В компании Сити Экспресс очень ответственно относятся к подбору кадров, ведь водитель в буквальном смысле отвечает за жизнь пассажиров. Именно поэтому трудоустройство в компании Сити Экспресс – дело не из легких. Претенденты проходят серьезный отбор. Необходимо не только иметь большой опыт вождения, быть профессионалом, но и отлично знать город и его окрестности. Техническое состояние машин шикарное. Все в норме, чистые, аккуратные, надежные машины. Фирма хорошая, надежная фирма. Тихо-тихо набираем обороты. Положение тоже сейчас в связи с пандемией. Можно и народ тоже понять у людей. И то спасибо большое, что люди пользуются такси. А так все устраивает нормально. Компания Сити Экспресс предоставляет услуги по перевозкам пассажиров по всей республике и за ее пределы. К услугам клиентов комфортные машины японского производства, соответствующие всем необходимым техническим нормам. И еще, чтобы не доставлять пассажирам дискомфорт, водители не курят в салоне автомобиля. Такое качественное обслуживание и трепетное отношение к каждому клиенту не может не подкупать. Они очень быстро сюда подъезжают. Это надежно, это чистая машина. Очень вежливые водители, в принципе, никогда не подводили. Быстро всегда приезжают, качественное обслуживание. Очень приветливые операторы, девушки, и очень приветливые водители. Всегда все быстро, качественно, и никаких нареканий нет. Всю дополнительную информацию по услугам и тарифам вы можете получить, позвонив в офис такси Сити Экспресс. Фирма недавно переехала. Ранее она располагалась по адресу Леона, 41, а теперь на улице Сахарова, 41. На Алакове. Тимур Гугохия. Абхазское телевидение. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что 28 июля с 10 утра до 5 вечера будет отключена подстанция Гудаута-110 в связи с проведением ремонтных работ. Без подачи электроэнергии останутся потребители данной подстанции. И в конце выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем без осадков, поздним вечером возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 25-30. Температура морской воды плюс 27 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.